Снег уверенно сходит с полей, а значит, до посевной осталось совсем немного времени. В этом году особое внимание картофелю. 2018 для этой культуры был убыточным. Поэтому в 2019-м Министерство сельского хозяйства Чувашии поставило перед аграриями задачу – сохранить в обороте посевные площади под второй хлеб. Уже давно в битве за урожай сельхозпроизводители прибегают к помощи пестицидов и других искусственно произведенных удобрений. Опасно ли это, выясняла наша съемочная группа. Само название «Хозяйство Слава картофелю» говорит о трепетном отношении местных аграриев ко второму хлебу. Посевные работы здесь планируют начать в первых числах мая. Без помощи пестицидов обойтись не получится, уверяет исполнительный директор агрофирмы Рамиль Идиатуллин. Правда, к их использованию нужно подходить осторожно. Пожалуй, главное правило, которым должен руководствоваться аграрий – покупать химикаты только у проверенных поставщиков. Благо, ехать далеко за ними не нужно. В Чувашии работает несколько заводов, где производят удобрения. Все препараты на всех стадиях технологического процесса и готовые продукты проверяются в заводской лаборатории на соответствие всем требованиям. И поэтому, возможно, если какой-то присутствует в овощах или в урожае, это только из-за того, что где-то нарушена технология обработки растений. Правда, есть у фермеров риск приобрести контрафактные пестициды. Стоят они дешевле, но при этом небезопасны. Внутри может быть все, что угодно. И если фермер покупает контрафактный препарат, то он должен знать, что он может вообще лишиться всего урожая и лишиться денег. Впрочем, если фермер в Чувашии вырастил некачественные овощи, они вряд ли дойдут до прилавка. Перед тем, как реализовывать, мы обязательно в Государственном региональном центре стандартизации метрологии и испытаний Чувашской Республики проводим испытания нашей продукции. Они проверяются на тяжелые металлы, на содержание разных пестицидов, уровень их. Без такого заключения экспертов сельхозпроизводители не имеют права продавать выращенный урожай. Виктор Вавилкин, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.